15 июня 1981 года Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Всемирный день борьбы со СПИДом начал отмечаться с 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-СПИДу. Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в большинстве стран. Во многих странах организуется ряд мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после официального празднования. С 10 утра у здания столичной администрации Республиканским центром по профилактике инфекционных заболеваний и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Республики Абхазия, которое осуществляет свою деятельность с 2001 года, была организована акция, где каждый желающий мог обследоваться на наличие у него в крови антител на все виды гепатитов, ВИЧ и ИППП методом экспресс-диагностики и абсолютно бесплатно. На сегодняшний день выявить пациентов сегодня у нас нет такой цели. У нас цель донести до людей, что у нас есть эта проблема, что на эту проблему глаза закрывать нельзя, что это серьезная проблема, потому что это наша нация, и нация должна быть здоровая. На сегодня, согласно статистике, в мире больше 40 миллионов людей инфицированы ВИЧ. Из их числа лишь за последние 2 года СПИДом заразились 15 миллионов человек, что составило 37,5% от всего количества людей, живущих с диагнозом ВИЧ. Больше 24 миллионов людей погибли от СПИДа. В Абхазии число инфицированных достигает около 1 тысячи человек, официально зарегистрированных и стоящих на учете. И это лишь те, кто самостоятельно пришел в Центр для выявления вирусных заболеваний, в частности СПИДа. Существует несколько путей передачи вирусов, поэтому осторожность никогда не будет лишней. Основные пути передачи – это парентерально через кровь, половой путь передачи и от матери к плоду. То есть, если человек будет знать основные пути передачи, он может себя обезопасить. Вот, например, первое – это парентерально, то есть через кровь. Все то, что контакт с кровью может быть, это игла, это могут быть бритвенные принадлежности, это могут быть маникюрные принадлежности. То есть должно быть все индивидуально. Республиканским центром по профилактике вирусных заболеваний и борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения помимо диагностики осуществляется лечение вирусных заболеваний. Чем раньше выявлено наличие заболевания, тем успешнее проходит лечение, говорят врачи. У нас есть пациенты, которые получают уже лечение, то есть которые уже с проявлениями заболевания. Их 411 человек, из них 7 человек детей. Дети от ВИЧ-инфицированных матерей. То есть это те мамы, которые не получали профилактику по ВИЧ-инфекции. И, соответственно, дети внутриутробное заражение и во время родов получили этот вирус. И на сегодняшний день они пьют наши препараты противовирусные. Вирус ВИЧ-СПИД – это вялотекущее хроническое заболевание, которое хорошо контролируется препаратами. Какое действие наших препаратов? Они действуют на уменьшение вируса в крови. То есть уменьшается вирус в крови до 0, так что даже очень-очень низко, и вирус не действует на иммунитет. Иммунитет поднимается, соответственно, человек чувствует себя хорошо, и никаких сопутствующих заболеваний, как у обычных у нас людей, у кого стойкий иммунитет, не происходит. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка, как символ понимания СПИДа, была придумана весной 1991 года. Идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива. Художник решил, что ленточка могла бы быть метафорой и для СПИДа тоже. И сегодня красные ленточки раздавались всем прохожим, как символ неустанной борьбы с чумой 21 века. На Алакове, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.